Добрый вечер, дорогие наши уважаемые телезрители, дорогие друзья. На телеканале СТВ вновь прямой эфир. Телеканал СТВ, Бульвар 122, телевизионный проект стартует, начинается. Желаем всем отличного настроения и хочу, чтобы вы никуда не переключались, потому что сегодня у нас будет особенный эфир, потому что у нас в гостях сегодня будет особенный человек. Буквально через пару мгновений мы познакомимся с этим нашим гостем, с прекрасным, талантливым человеком. Дорогие друзья, я хочу поделиться радостью. Скоро у нас Новый год, и, кстати, пока ехал в студию на работу, я увидел, как на центральной площади нашей страны, нашей столицы, уже устанавливают новогоднюю елочку. Ну и буквально скоро, я думаю, будет уже гореть прекрасными цветами радуги, радовать всех жителей и гостей нашей столицы. Ну что ж, дорогие друзья, учитывая тот факт, что у нас за окном сейчас зима, холода, одинокие дома, мы начнем, пожалуй, эфир с прекрасного клипа, который напомнил бы нам всем лето. Да, я думаю, летом у всех были прекрасное лето проводили, прекрасные воспоминания. Для вас композиция «Лето». Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы, песни до рассвета и до утра. Солнце ушло за горизонт, и начинается тусовка. Девушки в летних платьях радуют взор, и наш любимый город снова оживляется. Я сегодня заряжен, взорву танцпол, количество энергии хватит на всю ночь. Мои друзья умеют отдыхать и не по-детски танцпол качать. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы, песни до рассвета и до утра. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Солнце, море и песок, вот все, что нужно для загара. Танец на берегу игривых волн, и наших песней под гитару у костра. Я сегодня заряжен, взорву танцпол, количество энергии хватит на всю ночь. Мои друзья умеют отдыхать и не по-детски танцпол качать. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы, песни до рассвета и до утра. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы, песни до рассвета и до утра. О-о-о, о-о-о, о-о-о,
Замечательная композиция «Лето», я думаю, разогрела многих наших телезрителей, дорогие друзья. Ну и что ж, греемся дальше. Я спешу вас порадовать, познакомить с гостем сегодняшней студии нашей. Сегодня у нас в гостях человек уникальнейший, с уникальным талантом, с прекрасным голосом, с чудесным голосом. Человек, чье творчество зауважали, полюбили такие известные люди, как Полина Гагарина, Дима Билан, Леонид Агутин. И где-то даже, может быть, позавидовал Григорий Лепс, увидел в нем конкурента, был такой момент. В гостях у нас человек, который буквально пару недель назад, если я не ошибаюсь, получил звание заслуженного артиста Кыргызской Республики, с чем я его хочу поздравить. В гостях у нас Кайратбек Примбердиев, собственной персоной. Здравствуйте, Кайрат. Добрый вечер. Поприветствую вас. Здравствуйте. Прибыли к нам с хорошим, с отличным, Да. с прекрасным настроением. Ну, настроение на самом деле очень замечательное, потому что ожидание Нового года. Да, в преддверии Скоро уже буквально на днях планируем развесить дом всякими гирляндами, там, Ёлочкой. поставить елочку. То есть новогодние покупки уже начинаются. Так что настроение На высоте. самое, что ни на есть высокое. Отлично, замечательно. Вы любите зиму? Да. Я на самом деле люблю все времена года, конечно же, потому что каждое время года по-своему интересно, по-своему что-то есть в Своё, чем-то, да. свои Например, плюсы указаны. зима это Новый год, это катание на лыжах, на коньках, там снеговика лепим, да. Лето, конечно же, это Иссык-Куль, ну, а весна это любовь, это начало жизни. Осень, сбор урожая, фасоль. Отлично, Так что, ну, на самом деле, хорошо, что мы живем на этом свете, Да. и что каждое время года видим свое время. А вы знаете, почему я люблю зиму? Потому что почему? зимой у нас дороги становятся ровнее, прекрасно. Особенно та улица, на которой я живу, там неровная такая дорога, и зимой она такая прекрасная становится, мне там приятно так ездить. Есть такое, да? Шутки шутками, но есть доля правды в шутках, да? Ну, это тоже, да, есть. Кайрат, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот вы были известны еще перед тем, как вы выступали на главной сцене на проекте «Голос», вы были уже известны, выступали уже на сцене. Вот мне интересно, была ли разница выступления на сцене, которой вы выступали до проекта здесь, то есть в нашей стране, и на сцене уже «Голоса»? Ну, если смотреть со стороны техники, например, да, аппаратуры, там, я не знаю, зрителей, тех же моментов, процесса съемок того же, то, конечно, разница огромная. Почему? Потому что, ну, скажем, Первый канал, это «Голос» снимает Первый канал. Ну, это уже как бы серьезный канал, там проект, сам по себе «Голос», и там декорация, там свет, там звук, там аппаратура, там около 500 зрителей. Вот, и там шумиха, там участников очень много, там организационного состава людей, которые работают на это. То есть суеты много. Вот вокруг тебя везде суета, люди все бегают, костюмы мерят, там, я не знаю, кто-то распевается, там, вот, очень интересно, да, проходит. А вот живо ваши проходит. чувства, те, которые вы выступали уже известным Кайратом Примбердиевым у себя в стране, и там вы уже являлись конкурсантом, ваша роль уже была другая, и чувства волнения, наверное, были совсем другие, да? Ну да, конечно, потому что это конкурс, это какое-то, может быть, даже соревнование. Такого рода конкурсы, они очень сильно влияют на психику, на, я не знаю, на твой характер, на упрямость. И поэтому с этой стороны я чувствовал огромную разницу. То, что ты здесь, на родине выступаешь, как бы, ну, твои люди, да, кыргызы, да, родные, кыргызстанцы. ну, да, поешь на своем языке, там разговариваешь с ними на своем языке, то есть есть что-то, да, свое родное, а там нет, конечно, атмосфера сама была дружественная, там между конкурсантами никакой конкуренции там, ну, чувствовалось, но не настолько. Но в любом случае есть, да, давление на психику, то, что там за 5 дней ты должен, вот перед финалом у нас такой был момент, что за 5 дней мы должны были выучить 5 песен, каждый финалист по 5 песен.
И 3 из них я никогда в жизни не слышал этих песен. То есть вот такие моменты были. Песню, которую вы никогда не слышали, необходимо было за 3 дня выучить. Да, и причем в таком вот варианте, чтобы все ахнули и проголосовали за вас, да? Да, чтобы, Это, да, конечно, ты нелегко. финалист, как вы сказали, чтобы тебя полюбили и решили за тебя проголосовать, это надо было вот так прочувствовать эту действительно, это песню, нелегкое дело. пропустить через себя. Замечательно, замечательно, но вы прорвались. Вот еще такой вопрос. Вы, не только я, наверное, многие, наверное, были растеряны, потеряли. Вот сначала вы выступали в «Голосе», а потом вы пошли на главную сцену, да? Нет, сначала была главная сцена, это с 2015 на 2016 год. Зимой тоже? Да, а в 2016 году зимой был проект «Голос». Такой вот. А потом «Голос Америки» порядок. уже. Ну, Планируете? это в планах есть. Есть такое, дай бог здоровья, дай бог сил. И вы обязательно пойдете покорять США. Я думаю, да. Замечательно, пожелаем вам удачи, Кайрат. Еще есть у нас такие вопросы, а прежде чем задать вам следующий вопрос, я хочу напомнить нашим телезрителям, что вы тоже можете задать вопрос Кайратбеку Примбердиеву. На экранах вы сейчас увидите номера. WhatsApp номер у нас есть 550 32 32 87, а также студийные номера 67 04 79. Вы можете связаться с нами в прямом эфире, задать вопросы Кайрату. Ну и на WhatsApp номер тоже можете присылать свои сообщения. Я думаю, мы оба будем рады вашим сообщениям, дорогие друзья. Кайрат, учитывая тот факт, что я где-то слышал в интервью, что вы готовы покорить весь мир, не только, вот вы известны сейчас в странах СНГ, я так думаю, и не только в странах СНГ, но у вас есть человек амбициозный, человек, который неустанно работает над своим творчеством и готовы покорять мир. И какие вот сроки? Насчет сроков, я думаю, что пока еще рано говорить, потому что покорение, я не знаю, покорение мира, это, наверное, пока то же самое, что покорить там Эверест, не будучи альпинистом, скажем, поэтому... Но это нереально. Нет, это реально, да. Вы можете. Для этого нужны какие-то, я не знаю, в первую очередь это... то, что нужно, мне кажется, у вас есть. Да, в первую очередь, талант. Слава Богу, голос, талант, трудолюбие, может быть, с какой-то стороны. Потому что не зря говорят, 99% если труд, а 1% талант. Да. Все равно вот человек должен любить труд, если хочет достичь свою мечту. Ну и, конечно же, язык, на котором разговаривает весь мир, это английский язык. В первую очередь надо его выучить, чтобы как мы с вами разговаривали на нем. Нет, я понимаю английский, я могу, если человек мне подойдет, скажет что-то, я могу его понять. Но прежде чем ответить, я могу немножко подумать, собрать свои мысли и... Поэтому я думаю, это надо практиковать, там где-то, может быть, на курсы, ехать, наверное, жить, может быть, там. Не, курсы, да. На курсы курсы я одно, тоже но надо ходил. вот пожить, это да, другое, это да, в уже среде практика. надо побыть, Да. в самой среде, вот. И вы пытаетесь уехать, да, хотите расстроить всех жителей Кыргызстана, сказать, Ни в коем случае. Может быть, на время. Только для того, чтобы выучить язык, там, понять местные какие-то свои... каждый город чем-то особенен, да? Какие-то транспортные, может быть, куда, как доехать. Это же надо заранее знать, вот. Спасибо. Кайрат, есть у нас СМС-сообщение. Здравствуйте, Кайрат. Хотелось бы услышать о творчестве вашей супруги. Слышала ваш совместный дуэт. То есть вы, значит, мы сейчас поступила информация от телезрителей уже, что вы записывали дуэт с супругой. Да, сейчас, видите, время интернета, телезрители, в принципе, знают все, да, больше, знают. чем мы сами на телевидении. Да. На самом деле, да, спасибо вам огромное за то, что, знаете, может, где-то следите. Есть у нас дуэтная песня с моей супругой, она у меня тоже певица, поет, причем неплохо, хорошо, хороший тембр голоса. И есть одна песня в скором времени, дай бог запишем, уже вот сегодня буквально записали голос на еще одну песню, это новогодняя песня, конечно же, на новогодние голубые огоньки, съемки там.
Вот, на русском языке, на на кыргызском языке про да, Новый на год. нашем. Песенка замечательная, потому что у нас действительно ну, мало кто поет на новогодние песни на Новый год, а обычно у нас не котируется, такого мало, да, у нас? Да, вроде бы голубой огонек, а поются песни другие. Ну, а мы вот хотели бы, чтобы праздник как праздник, там, Новый год, значит, песня про Новый год, там. Кайрат, вы знаете, я вот был восхищен вашим выступлением. По-моему, это был финал, или, если я не ошибаюсь, это, наверное, был финал. И я думаю, не только я был восхищен этим выступлением вашим. Я предлагаю вам посмотреть данное выступление. Я думаю, вы тоже будете рады, и многие наши телезрители будут рады. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим ваше выступление на проекте «Голос». I call you when I need you. My heart's on fire. You come to me while a while.
Господи, какое шикарное выступление. Нет слов, одни эмоции, Кайрат. Вы реально best, и это best выступление было, действительно. Я видел прям восторг зрителей, восторг этих самых жюри, да, как они вообще называются. Я видел, как, я не один, наверное, видел, как Дима Билан что-то подскочил и начал танцевать, что ли. Ваши чувства в этот момент, именно, можете вспомнить тот момент и ваши чувства на тот момент? Да, я сейчас вот тоже смотрел и вспоминал это выступление, и сейчас вот, не знаю, как сейчас прям помню, что во время этого выступления я чуть не умер на сцене. О, это в каком смысле чуть не умер? Наверное, из-за того, что очень переволновался, отдал себя номеру полностью. Полностью отдались этой песне, выступлению. Да, это было заметно, да. Потому что очень сильно чувствовал волну, идущую от народа, который вот сидит и поддерживает. Да, у меня такой вопрос. Вот вы когда выступали, я замечал, что вы отдались песне, и замечали ли, получается, вот поддержку зрителей, насколько они в восторге от этого выступления? Вы это замечали на тот момент? Да, замечали, да, все это? Это все, конечно, это все чувствуется на каком-то, вот, не знаю, на каком-то другом, может быть, ментальном уровне. Когда даже если зритель, ну, может быть, даже не аплодирует, но вот в глазах есть какой-то огонь. Если ты поешь на сцене и зажег огонь в глазах зрителя, это чувствуется все равно. И я чувствовал народ, который рядом. Я видел, как вы сказали, Дима там подскочил, начал танцевать. Он танцевать начал или он побежал к вам? Нет, он там танцевал. Он там танцевал, он настолько был доволен. Что-то, да, он тоже, наверное, почувствовал какое-то воодушевление, может быть. И, этот момент я, наверное, никогда в жизни не забуду. Он сам такой человек эмоциональный, да, Дима Билан? Он очень открытый, позитивный, эмоциональный человек. И в начале выступления я тоже заметил, когда начиналось вступление этой песни, он тоже что-то там, какое-то у него выражение лица было такое, сейчас он Кайрат покажет всем, он обрадовался, да, мне кажется, такой был момент. Кайрат, у нас, позвольте, я зачитаю смс-сообщение, потому что присылают наши телезрители сообщение для Кайрата. Здравствуйте, Кайрат, вы большой молодец. Мне нравится, когда вы исполняете зарубежные песни. Спасибо. Вы энергичный и очень творческий человек. Успехов вам во всем и всегда, пишет абонент, номера которого заканчиваются цифрами 700. Спасибо. Еще есть у нас сообщение. Здравствуйте, Кайрат. Моего братика Рената день рождения сегодня. Можете его поздравить, он ваш поклонник. Спасибо. Выражает благодарность абонент, чей номер заканчивается цифрами 08. Ренат, поздравляем вас с днем рождения. Крепкого здоровья, любви и самое главное, чтобы все ваши мечты, которые вы поставили, цели, сбылись. Мне кажется, Ренат, он еще маленький. Я думаю, да, написали у моего братика, да. Видимо, маленький Ренатик. Да, желаем, чтобы получали в школе только хорошие оценки, четверки, пятерки. И, всего самого наилучшего в жизни. Да, и знаете, вот, пользуясь случаем, вот как раз такой момент прям подошел, прекрасно, выражаем благодарность этому человеку, да. Знаете, мы готовим для гостей мини такие конкурсы, мини-игры. Сейчас как раз для всех наших телезрителей, и для самых маленьких, для Рената мы сделаем небольшую игру, посмотрим на ваше, скажем так, на вашу фантазию. У нас здесь, может быть, зрители заметили, есть у нас вот такие вот куклы. Давайте, выбирайте, кого вы возьмете. Давайте вот. Сейчас мы с вами будем... Это кто? Это у нас медвежонок. Это у нас медведь, да? Из мультфильма «Маша и медведь», я думаю, может быть, нет. И вот еще есть у нас лисенок и лягушонок. Кого будем брать? Давайте Кваку возьмем. Кваку, давайте квакать сейчас будем с вами в прямом эфире. И эти две я возьму, попробую тоже поимпровизировать с вами. Сделаем такую небольшую сценку, да? Ого! Да. Ну что ж. Пошла импровизация, актерское мастерство нашего уважаемого Кайрата Примбертиева. Жил-да был медведь. Ох, утром вставал, начинал зарядку делать.
Раз, два, три, четыре, раз, два, три, мед ел. Он Мед ел. пчеловодом еще был. Вот. И тут подпрыгивает к нему лягушка. Привет, медвежонок! Привет, лягушка! Давай, пойдем играть. Мы с сыном всегда так играем. Замечательно. Так значит, Давай человек- играть. А с кем будем играть? А у меня есть друзья. Лисенок и мышонок. Пойдем к нашим друзьям. Привет, Пойдем. У меня голос такой, да? Привет, ребята, я хитрая лисица. Привет. Лиса. Привет, ребята, ну что, во что поиграем? Я мышонок, да? Во что поиграем? Попоем, может быть? Давайте поучаствуем на телевизионном проекте «Голос». Давайте пойдем все на кастинг. Давайте. Давайте я расскажу стишок. Давай, рассказывай, лягушонок. Какой стишок я расскажу? Вот это проблема, да? Какой стишок? Вы вообще любили читать стихотворения? Ну, бывало, да. Я вспомнил. Да, давайте. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Давайте вот мы знаем, что у лягушонка такой писклявый голос, он еще маленький лягушонок, но когда он поет голосом Кайрата Примбердиева. Давайте представим. давайте. Да, давайте. И вот здесь как раз вы споете что-нибудь для нас, для всех наших телезрителей. Поехали. Ну тогда все вместе, тогда хором. Да. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. И еще один куплет вы сольно. Мороз ей или кто там? Метель ей пела песенку, метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Ура! Браво, давайте поаплодируем. Мы сможем поаплодировать вот так вот, да? Замечательно, да. замечательно. Спасибо, выражаем благодарность Кайрату Примбердиеву, заслуженному артисту Кыргызской Республики, который талантлив практически во всем, да, не только в пении. Ну и я хочу дорогим нашим телезрителям порекомендовать вот такую вот услугу, которая у нас имеется в городе Бишкек. Да, давайте мы возьмем крупным планом, я покажу. Вот такие вот замечательные куклы, также любого рода костюмы. Вот близится Новый год, и, разумеется, у всех есть, наверное, дети, пойдут на утренники новогодние, и у вас есть возможность получить замечательные, прекрасные, интересные костюмчики. Можете заказать на этом сайте mirsказок.kg. Они предоставляют вот такую прекрасную услугу. Ну что ж, дорогие друзья, давайте я зачитаю ваши сообщения. Есть еще сообщения, я не успеваю. Если что, я прошу прощения у наших телезрителей, чьи сообщения я не успел прочитать. Здравствуйте, вы большой молодец, спасибо за ваше выступление в «Голосе». Тина Тернер говорит, отдыхает, абонент, чей номер заканчивается на цифре 17. Вы классно спели, вы доказали, что Кыргызстан the best, успехов вам, пишет вот телезритель наш. Еще давайте, позвольте, я прочитаю. Кайрат, творческих успехов, вы большой молодец, вы гордость Кыргызстана, все прямо восхищаются вами, спасибо. Ну и я в том числе, и весь наш коллектив. Кайрат, молодец, слов нет. Ты большими буквами «Голос Кыргызстана» написал, еще один абонент. Есть еще, наверное, у нас сообщение есть, да. Здравствуйте, я бы хотел узнать, как поживает самая красивая девушка в Кыргызстане, Камила. Спросите в прямом эфире. Ну, попросили, ладно, прочитали, значит. Прочитали, решили, да, вот, чтобы так получилось в прямом эфире. Здравствуйте, Кайрат. Мы вас любим. Даниэль и Нуриэль написали нам. Видимо, у нас спасибо маленькие вам. Телезрители. Даниэль, Нуриэль. Кайрат, ты супер, просто ты номер один. Ну тут, знаете, шквал вообще вот этих вот прекрасных сообщений для Кайрата. Есть также и
просьбы, Кайрат, есть просьба. Вопросов, к сожалению, нет. Видимо, все знают. Но сейчас время такое, да, у нас 21 век. Вы, наверное, все уже в социальных сетях все показываете, уже говорите, информируете. Поэтому вопросов я не вижу, есть только пожелания. И вот просьба: здравствуйте, спойте, пожалуйста, хорошую песню. Пишет нам абонент, чей номер заканчивается на 31. Что исполните для наших телезрителей? Акапельно, что-нибудь красивое, может быть, зарубежное? Или... В первую очередь я хочу поблагодарить всех наших телезрителей за ваши прекрасные пожелания, за ваши слова, которые окрыляют, воодушевляют. Спасибо вам за то, что вы есть у нас. Споем тогда песню. А вы, кстати, сказали, вы записываете трек про Новый год. Да. А можно вот может эту быть, да, может быть, такой небольшой спойлер сделаем. Да, заранее. давайте сделаем Да. спойлер. Эта песня сочиненная мною, можно сказать. Да, слова, вы еще, музыка, да, я напомню, слова, что он музыка. является еще и автором своих Да. песен, которые он поет. Жаңа Джангадил на Да. кыргызском, Новый год. Поехали. Жыл айланып дүйнөнү жаңыртып келди мына жергеме жаңы жыл орундалып ой тилектер сүйгө толсун жүрөктөр жаңы жыл бакыт алып кел жаңырган жылда ырда жырга элимди тынччылык күтсүн алдыда баарыбыз умтулуп алдыга бакытка өркүндөбөсүн мекеним Кыргызстан. Шикарно, Вот браво, такая Кайрат, песня. я Да. в восторге, действительно классная Спасибо. песня, такая новогодняя, мелодия такая новогодняя, да? Я представляю уже аранжировку этой песни, вы уже приготовили аранжировку? Да, наверное? аранжировка готова, мы сегодня практически Звон записали голос. колокольчиков, да, такой прям Да. новогодний, шикарно. Я надеюсь, это будет, я прям верю, что это будет хитом новогодним. И будут петь. Тут у нас еще есть сообщения. Вот просят, очень много у нас телезрителей, которые просят спеть песню Лепса, есть вот просят песню Ваенги спеть, а также просят, чтобы вы спели свою композицию про поезд. Тут пишет мне, чтобы спели такую песню. Выбирайте Лепса, Ваенга, поезд. Где мы? Покатаемся на поезде или Ваенгу? Желаю, там, как там было? Я не знаю, на самом деле есть очень много хороших песен, но есть одна, которую я буквально недавно услышал, но, оказывается, песня уже больше 50 лет, может быть, Да, в свое время, да, пел Марк Бернес, Иосиф Кобзон ее исполнял. Пару строчков, может быть, один куплет из этой песни. Мне вот сейчас хотелось бы вспомнить. Давайте вспомним один да, куплетик, потому что у нас время уже поджимает. Как же она начиналась? Она начиналась. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Дальше я не помню, Браво, но браво, на чудесно. самом деле послушайте, найдите эту песню, там слова просто вот такие вот. Такая легкая песня, Да. классно, прям на душе становится легче, да, от Да. таких песен. Спасибо большое. Тут еще пишут, что вы супер, просят, спрашивают, есть вопрос у нас, хотят узнать про вашу семью, про ваших детей. Тут у нас есть вопрос такой. У меня есть... Я, конечно, не задал бы вопросы личного характера, но вот телезрители хотят. Нет, это семья, ну, Можно, многие да? интересуются. Да, давайте многие расскажем хотят тогда, знать. если вы не против. Двое сыновей, старшему 8 лет, второй класс пошел уже. Уже второй класс ваш сын. Да, младшему скоро будет 3 годика,
Амир и Арет. Амир и Алет, у вас два сына. Да, супруга Эля Примберзиева. Тоже поет. Тоже, Я да, думаю, мы ее певица, тоже поет. пригласим на следующие выпуски. Ну, будем рады. Тоже такая же позитивная, как вы, да, Да. энергичная, Да, веселая. безусловно. Замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу поблагодарить Кайратбека Примбердиева, заслуженного артиста Кыргызской Республики. Спасибо, что я знаю, что у вас времени, наверное, совсем нет, но тем не менее вы нашли время для нас, прибыли к нам в студию. Спасибо за прекрасную беседу, за интересный эфир. Желаем вам успехов творческих и искренне мы желаем, чтобы вы покорили мир, как вы хотели. Дай Бог. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители, на этом, к сожалению, да, быстро протекло это время, 40 минут. На этом заканчивается наш эфир сегодняшний, но мы с вами еще увидимся. Желаем каждому прекрасного продолжения вечера, хорошего настроения и с наступающим Новым годом. Thank you.